Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Какую встречу готовят вам небеса? Загадайте, пожалуйста, на себя и загадайте, пожалуйста, свой срок. Не загадывайте слишком долгие и слишком короткие тоже, пожалуйста, не загадывайте. Давайте посмотрим, что вам тут небеса готовят, с кем встречу, когда. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками по экрану, что сейчас скрыто и то, о чем я желаю. Небеса. Так, встреча. Тут не только встреча, тут еще и знакомства у вас будут. Мои хорошие, отсыпка у нас общая. Пожалуйста, про это не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Смотрите, здесь человек, который уходил, видите, на коне в обратную сторону. Уходил, уезжал, не знаю, пропадал в конце концов. Да, был, да сплыл. Человек, с кем вы очень давно не виделись. Человек, с кем вы и не рассчитываете увидеться. Да? Возможно, уже подзабыли этого человека, может, и думать не думаете, и вспоминать не вспоминаете. Вот с этим человеком у вас произойдет встреча. Человек, кстати, очень сильно изменился, и внешне изменился, и жизнь у этого человека поменялась. Все поменялось. Человек, смотрите, встреча как будто бы случайная, но случайно она будет только лишь для вас. А этот человек эту встречу очень долго просил у небес. Знаете, как молился и просил. Он говорил: Боженька, дай мне возможность ее хоть еще раз, хоть одним глазком увидеть. Да? Вот, пожалуйста, все, что хочешь со мной делай, либо все, что хочешь у меня бери, но только бы хотя бы одним глазком ее увидеть. Встреча у вас будет короткой, сразу говорю. Короткой, но яркой. Смотрите, человек себя будет вести с вами, как с родной. В охапку вас там расцеловал, обнял, не знаю, там на руках покружил. То есть душу перед вами откроет, сердце перед вами откроет. Вы аж обалдеете. Возможно, вы с этим человеком не были там прям совсем каких-то плотных, тесных отношениях. Поэтому будет это безумно все интересно и очень много эмоций пойдет. Вот. Сначала вы, конечно, этому человеку не обрадуетесь, а потом, видя его открытую душу, открытое сердце, конечно, вы пойдете навстречу. Короткий разговор, может быть, там полчасика, часик, и вы опять расстанетесь. Но человек о себе оставит превосходные впечатления. И знаете, что еще вижу? Вы с этим человеком будете общаться, но будете общаться как-то на расстоянии. Да? Может быть, вы живете сейчас в разных городах, а может быть, даже в разных странах. Как-то общаться через интернет, телефон, какая-то переписочка между вами будет. Созвон и переписочка. Вот. Сразу хочу сказать, человек на вас очень сильно романтически настроен, либо настроится очень сильно романтически. А для вас это человек больше как друг, товарищ, интересный персонаж, да, с кем я могу там поговорить, обсудить. Может быть, даже какой-то интерес там, делового характера у вас возникнет к нему. Встреча хорошая на самом деле. Хорошая. Я даже больше скажу. Это человек не сейчас, не в загаданный срок, а чуть попозже даже какую-то серьезную роль сыграет в вашей жизни. Вот именно что-то для вас делает. Для него это важно, ему этого хочется, да, что-то для вас делать. Может быть, в момент вашей встречи он поймет, что вы им не интересуетесь, либо вы интересуетесь каким-то другим мужчиной. Он не будет лезть к вам, он не будет прям измором вас брать, либо добиваться. Очень галантный, очень спокойный. Ему будет приятно, что вы согласитесь, например, с ним общаться, дадите свой номер телефона, да, разрешите ему писать вам. Такая вот встреча яркая, короткая, но с прекрасными перспективами на будущее. В плане того, что этот человек вам поможет, еще свою роль сыграет. Это все не просто так. Дальше идет либо встреча, либо знакомство с человеком на букву «С».
Причем человек на букву «С» к вам, ну не знаю, загорится, давайте так, завуалированно скажу. Прям буквально вот с первой встречи, либо с первого знакомства воспылают в вашу сторону. Это будет так очевидно. И, если честно, вам будет, возможно, не совсем приятно, да, либо не совсем комфортно рядом с этим человеком. Вот, немножко даже, может, побаиваться этого человека станете, скажете: ой, ну ты слишком какой-то перевозбужденный. Но вот правда, произведете вы такое впечатление, ну, либо именно в этот вечер вы будете как-то особо хороши, соблазнительны, что человек прям даже и предложить вам это сможет. Да, решиться, вернее, не сможет решиться. Ну, фу-фу-фу. Да, вы женщина приличная, скорее всего, на это не пойдете. А если пойдете, то не пожалеете. Вот честно вам говорю, он такой горячий, он такой страстный, и плюс вы его просто сведете с ума. Так, обворожительная вы женщина. Здесь у меня якорь, здесь у меня человек в скафандре. Ну, какой-то тормоз, наверное. Либо человек, который ничего не хочет, закрывается от жизни, от мира, от вас. Лежит на дне, словно бы якорь. Да, не хочет ни шевелиться, ни двигаться. Встреча. Здесь женщина, здесь не мужчина, здесь именно женщина. Женщина, которая произведет на вас неизгладимое впечатление своим образом жизни, ходом своих мыслей. Что-то вы прям так посмотрите на нее и скажете: я не хочу так, как ты. Я не хочу жить в скафандре. Я не хочу вот в таком мертвом положении находиться, да, бросить якорь и на одном месте всю жизнь стоять. Как будто бы вам покажут другую сторону жизни, да, где ничего нет, ничего не радует, где какая-то сплошная аскеза, одиночество. Как, знаете, как монашка живет эта женщина. И вы прям так сильно впечатлитесь, вы скажете: не-не, я так не хочу. Особенно дамы, которые вот сказали: нет, мне муж не нужен, я не хочу больше замуж, лучше одна, чем с кем-то. Вот посмотрите на такую одинокую женщину, ужаснетесь. Скажете: да нет, ну его все к лешему, да, я не хочу жить так, не хочу плесенью покрываться, либо мхом. Да, я хочу жить нормально, полноценной жизнью, я хочу рядом друга, любовника, да, просто живого мужика, да, просто живого мужика хочу. Но вот так, как она, я не хочу. Тут высшие силы вам специально ее показывают, специально. Но вы все поймете, когда вы ее увидите, когда вы с ней поговорите, вы все поймете. Она очень сухая, знаете, вот как сухая во всем. Как жизни уже в ней нет, и она прям так все отрицает. Ну, поучительная тут встреча идет, поучительная именно для вас. Так, еще небеса готовят вам встречу с очень крутым мужчиной, но он крутой в своей работе, в своем деле. Опять же, вы все разные. Кто-то встретится с крутым доктором, кто-то встретится с крутым юристом, кто-то встретится с крутым, ну, допустим, там, не знаю, стилистом. Слушайте, мужчина просто потрясающий. С ним так интересно. У него, ну, вот просто заслушаешься, да, такая речь поставленная. Либо он так талантлив, ну, заглядение просто. Произведет на вас очень серьезное впечатление в плане собственного развития. Может быть, он вам так и скажет, что я таким не родился, я таким стал, я сам себя таким сделал. И вы так сильно впечатлитесь этим мужчиной, что, возможно, даже тоже пойдете чему-то учиться, что-то познавать, в чем-то себя развивать. Но опять же, если вы обратитесь к этому человеку за профессиональной помощью, здесь все будет на высшем уровне. Это люкс, класс, как лакшери, да? И этот мужчина действительно очень крутой специалист. Так, с левой стороны. Ну, с левой стороны здесь знакомство. Здесь явно знакомство. Причем знакомство шикарное. Здесь знакомство как спланированное, либо подготовленное. Ну, допустим, мужчина положил на вас глаз. Да? А он там долго готовился, искал нужного момента, потом решился, подошел, познакомился. Либо кто-то за вашей спиной решил вас с кем-то познакомить. Да? Опять же, какая-то обстановка подготовленная. И все как будто бы происходит случайно. Там вас позвали, там мужчину позвали, и вас вот познакомили. Ну да, вы случайно за одним там столом оказались, да еще рядом сидите. И, в общем, понеслась.
понеслась. С левой стороны. Но вот честно скажу, кому-то очень понравится, да, мужчина, с которым вас познакомят, и вы ему очень понравитесь. А у кого-то отыграется, что вы, может быть, оцените его не как мужчину, а как, например, умного, интеллигентного, там, не знаю, начитанного, да, вот с такой стороны, в таком ключе. Но знакомство будет очень удачным. Очень удачным. Вот если честно, вы опять же все разные. Здесь явно кто-то познакомится со своим будущим мужем. Ну, а кто-то познакомится со своим будущим лучшим другом-мужчиной. Но встреча, конечно, да, спланированная, подготовленная. Но только вы как не в курсе будете, да, что здесь все спланировано. Для вас это все будет выглядеть абсолютно естественно. И еще, мои хорошие девушки, женщины, здесь вам идет такой совет, что-то себе позволить, что-то себе разрешить. Опять же, вы все разные. Кто-то, может, хотел бы сменить цвет волос, но страшно. Кто-то хотел бы, может быть, какие-то укольчики поставить, но тоже страшно. Кто-то, допустим, какую-то себе одежду не позволяет, да, ну, типа неприлично. Здесь вам знак идет, что меняйся, меняйся, пробуй, поверь, все будет замечательно, либо ты не пожалеешь. Надо что-то делать, надо как-то немножечко себя, ну, растормошить, что ли. И еще есть человек на букву М, либо имя, либо фамилия. Человек, который, он вас ищет, он вас находит, но он к вам не подходит. Да? Он где-то рядом с вами будет ходить, несколько раз так будет у вас повторяться, но он к вам так и не подойдет. Не подойдет. То ли чего-то боится, то ли вы ему не разрешаете к себе подойти. Вам кажется, что, допустим, если это знакомый, да, кажется, что он о вас забыл, не вспоминает, а на самом деле он всегда где-то рядом. Всегда где-то то ли в толпе, то ли там за углом дома, то ли где-то в машине там напротив сидит, за вами смотрит. Ему очень хочется к вам подойти, ему очень хочется с вами поговорить, но по какой-то причине он этого сделать не может. И опять же, девушки, у которых есть тайный поклонник на букву М, ну, тайный, не признался, да, будет везде как будто бы вас преследовать. Куда бы вы ни пошли, почему-то будете его встречать. Мужчина на букву М. Имя либо фамилия. Вы будете этому удивляться, да? Ну, вы его просто видите, он к вам не подходит. Может, там издалека поздоровается и все. Не удивляйтесь, это действительно ваш тайный поклонник, и он действительно ходит у вас просто вот, ну, по пятам, да, под ногами у вас крутится. Если мужчина вам этот нравится, и видите, что он такой скромняшка, ну, сделайте первый шаг. Да, пусть это ваша будет инициатива. Поверьте, он этому очень обрадуется. Если мужчина не в вашем вкусе, ну, как бы не испытываете вы к нему никакого интереса, тогда делайте вид, что вы его не замечаете. Тем самым вы ему покажете, что вы не хотите с ним, ну, ничего близкого иметь. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо вам за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.